Друзья, всех приветствую, ассаламу алейкум, меня зовут Артем, и это мой второй день в Республике Ингушетия, а точнее в ее горной части. Нахожусь я в Арамхи, Таджиравский район, приехал сюда с друзьями, чтобы провести вторую часть майских праздников. И остановился я здесь, вот в таком гостевом комплексе, где есть такие небольшие коттеджи, домики. И вот сейчас с друзьями поедем в горы. Вот и я вас прямо сейчас приглашаю поехать с нами. Ну а прежде подпишитесь на мой канал, поддержите жирным лайком, ну и делитесь своими впечатлениями, эмоциями от увиденного здесь у меня внизу в комментариях. Вы когда-нибудь касались неба руками? Нет? Тогда приезжайте в Ингушетию, сюда, на Северный Кавказ, и сделайте это. Видите? Полностью гостиничный комплекс накрыло облако. Это не туман, это облака. Мы просто находимся здесь на высоте. И, возможно, эти облака нам помешают смотреть все красоты здесь, в горах. Ну а что остается делать? Я же говорю, не сидеть в этих домиках. Так, еще раз хочу повторить, что здесь, на курорте в Арамхи, появился такой коттеджный городок, где можно арендовать либо вот такой домик, если у вас 4-5 человек, да, небольшая семья. А если вы приехали большой компанией, как мы, нас 16 человек, много детей, то лучше снять вот такой коттедж. Он будет стоить 9000 рублей в сутки на сайте. Это в будни получается. В выходные праздничные чуть дороже, по-моему, 10 000 рублей. Целый дом. То есть одному сюда за такую сумму невыгодно приезжать. Нужно набрать компанию из 6 человек, да, как раз таки разделить эту сумму на 6. Ну и в принципе выйдет недорого. Как-то так. Ну, а сейчас не про гостевые домики. Если вдруг вы пропустили и хотите там детали и подробности, как они выглядят внутри, тогда смотрите мои прошлые выпуски. Здесь, кстати, качеля сохранилась, не поломали. 2 года назад я здесь был. Точно так же, в том же почти составе. Все домики заняты, кроме VIP. Там есть VIP, он стоит больше 20 000, по-моему. Но там прям все алуха-ревилаш. Это для тех, кому не жалко будет столько денег отдавать. Ну и опять же, если прям гигантская семья, либо большая компания. Как-то так. Сейчас просто жду всех своих друзей, когда там соберутся, оденутся и поедем. Буду показывать вам гордость всех ингушей, ингушские величественные башни. Вот. А если рассеется туман, уйдут эти облака, пусть небо поднимется чуть выше, тогда будет лучше. Ну что, друзья, добрался я до первой локации. Она находится в очень красивом, живописном, горном ингушском селе, которое называется Альгети. Кстати, здесь построили новую школу. Вот в таком красивом виде. Я бы хотел в ней учиться и подглядывать, знаете, на уроках из окон, как бежит река Аса. Но это не самое красивое место. Просто здесь находится башенный комплекс, который называется Эрзи. Почему он так называется? Потому что Эрзи с ингушского языка переводится как орел. Он как будто, этот башенный комплекс, парит над землей. В общем, прямо сейчас погнали к нему. Это село я уже показывал так вкратце. В предыдущих выпусках вы можете посмотреть. А вон, кстати, мечеть. Тоже очень красивая, большая. И если мне память не изменяет, здесь где-то недалеко находится дом бывшего главы Республики Ингушетия Евкурова.
И по дороге к башенному комплексу Эрзей я немножечко вам все-таки покажу село Ольгети, как здесь живут люди. Вот, к примеру, здание Почта России. Школу я вам уже показал. Так она выглядит с другой стороны. А вот там наверху находится Джиравская районная больница. Если вдруг, не дай бог, что-то случится здесь серьезное, там в горах подскользнетесь и так далее. Кстати, эта улица носит имя Владимира Владимировича Путина. Пожалуйста. Знаете почему? Потому что здесь случилась беда, я не помню в каком году, была сель, и, короче, село полностью снесло дома и так далее. И вот Владимир Владимирович Путин в короткие сроки, можно так сказать, по его указу, соответственно, восстановил это село. Вот в таких домиках здесь живут, кирпичных, уютных. Видите, маленьких люди. В основном, конечно, здесь проживают ингуши по своей национальности. Вот, добротные такие вот дома. Ох, какая красота! Кстати, чем здесь люди занимаются? Конечно, большинство людей в туризме работают. Кто-то в школе, кто-то в администрации, кто-то в больнице. Ну, а кто-то занимается сельским хозяйством. Кто-то испугался алабая. Вот собака, она охраняет вон тех коров. Близко подходить нельзя. Видите, там коровки в хлеву. О чем это говорит? О том, что здесь люди занимаются сельским хозяйством, животноводством. И вот по такой вот тропе я сейчас буду подниматься к башенному комплексу Эрзи. По-русски башенный комплекс Орел, который, вот видите, парит. Чем выше поднимаешься, тем лучше. Но вы же хотели похудеть. Вы вот будете худеть. Ну, я-то иду поснимать. Ой. Да, сейчас ноги как раз подкачаются. Вот, икры. Ну, действительно, очень такой, видите, я уже вздыхаюсь, крутой подъем. Зато какой вид открывается. Вы посмотрите. Заглядение одно. Вон, кстати, у кого-то картошка проросла. Вот вижу в огороде. Ух! Класс. Так, ну а вы никуда не уходите. Чуть позже я вам еще покажу дорогу, ну а потом уже буду показывать вам сами башни. Ребят, мята. Представляете? Вот. Прям мохито захотелось. Нужен спрайт. Знал бы я. Да, спрайт, лайм, мята, немножко льда и вкусняшка. Так, это уже, знаете, мохито по-ингушски. Вот. Кстати, все дети согласились поехать. Даже самые мелкие вон поднимаются. Вот поэтому раньше, когда ингуши жили в горах, у мужчин никогда не было животов. Не то, что сейчас, ну не в обиду, но вот по факту говорю. Потому что вот так вот ходили по горам. А женщины, кстати... Да, спускаться, ну, спустимся, на Столовую гору поднимались. А женщины, в целом, когда ингуши были язычниками, есть здесь гора, называется она Столовая. И там есть древний храм. И вот они барашка туда на своих плечах поднимали. Ну, так сказать, жертвоприношение. Представляете, женщины поднимали барашка. Так. Классно. Просто, знаете, 5 лет сюда приезжаю и постоянно в большом восторге. Красиво же. Если нравится, поддержите лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить новых выпусков. Друзья, это так, чтобы вы понимали, как я поднимаюсь. Видите, здесь нужно быть осторожнее, так как крошка. Можно, ну, так запнуться, подскользнуться и больно упасть. Поэтому под ноги нужно обязательно смотреть.
У меня не всегда получается, потому что я снимаю. Но все же нужно быть осторожнее. Как говорится, береженого Бог бережет. Но все равно классно, я довольный, что выбрался. Интересно же. И дети счастливы. О, вон там козочки пасутся. Телочки там тоже пасутся. Не зря же в народе говорят, что дорогу осилит идущий. Вот я ее и осилил. Вот он, красавчик, башенный комплекс РЗ. Ну, а я сам, как орел, парю над всей этой красотой. Просто что-то невероятное, друзья. Вау. Ух, чувствуешь сразу ингушский дух. Да, каждый камень вот этой ингушской башни, неважно, жилой перед вами, жилая башня, или боевой, вот там впереди несколько боевых башен. Чувствуется этот дух, как ни крути. Потому что абсолютно каждый камень пропитан многовековой историей ингушей. И ингуши всеми силами из поколения в поколение стараются сохранить свою культуру, традиции, обычаи, адаты. Это неписанный свод законов, да? И, конечно же, историю. Без нее никуда. История народа – это в целом фундамент. А вы откуда? Ставрополь. Ставрополь. Как вам Ингушетия? Любуемся. Нравится? Здесь, да, замечательно, все красиво, восторженно. Здорово. А вы? Ну, я друг для Ингушетии, 5 лет снимаю про Ингушетию. Серьезно? Да, вот. Значит, не просто друг, а уже... Ну, почти свой, да. Вот. Да, обязательно. Они очень гостеприимные. Правильно. Серьезно. Потому что когда я вас там сидела, ждала, они уже приехали все отдыхать с семьей. Я сказала, сидите, отдыхайте, вы нам не мешаете. Чуть ли не оставайтесь с нами. Да, не, они добрые, здесь можно безопасно себя чувствовать. Они очень религиозные, поэтому просто есть у ингушей неприятели. Я не буду говорить, чтобы не портить вам впечатление. Немного я отвлекся, давайте немножечко начну сначала. Так вот, башенный комплекс РЗ был построен в средние века, это примерно там 15-18 век, и он находится, понятное дело, в Джаразском районе. Состоит он, значит, из 8 боевых башен. Боевые башни выглядят вот так, они самые высокие. Вот это остатки жилых башен, их здесь было 47, но не все до нашего времени сохранились. Также здесь находятся 2 полубоевые башни. Вот они, пожалуйста. И, конечно, люди здесь жили, рождались, ну и, конечно же, что потом в конце? Умирали. И их нужно было где-то хоронить. Раньше не было никаких особо таких вот, знаете, древних кладбищ. Это уже чуть позже стали хоронить. Раньше, ну вот, людей хоронили в основном от болезней. Вот там, видите, наверху, где барашки пасутся, вот между башенками, вдали, в солнечных могилах. Ну, больные люди туда уходили, когда заболевали той или иной болезнью, и вот встречали там свою смерть. Если туда подойти поближе, то можно даже увидеть остатки предков ингушей. Кстати, в одной из таких башен в 19 веке была обнаружена бронзовая фигура орла, которая была изготовлена в конце 8 века, ну, соответственно, нашей эры, известная как орел Сулеймана. Ну, а вы обязательно поставьте лайк и подписывайтесь, никуда не уходите, это только начало, двигаемся дальше. Ни один мой выпуск, касаемый путешествия, ну не обходится без котов и кошек. Опять здесь кот в Ингушских горах. Ты что, здесь живешь, что ли? Эй! Еще муркает, видите? Даже коты в Ингушетии гостеприимные. Красавчик.
Ну что, друзья, в этом году, я смотрю, Ингушетия стала очень популярной среди туристов. Вот здесь не только туристы и блогеры есть. Люди приехали из разных городов, как мне уже сказали, из Казани, Москвы. И я бы хотел поинтересоваться у вас. Москва. Да, нет, как вам Ингушетия? Хотя вы только-только прилетели. Тут аккуратно мины, все-таки горы, здесь коровы. 11 часов в Ингушетии. Ну, не 11, меньше, конечно, но все равно мы в восторге. Очень красивая природа, люди. Погода тоже радует. Советуем приезжать. Тоже, да? Ну и вот у нас начинающий блогер. Как вам? Относительно начинающий. Да. Я привезла туристов. Все Это вы туристы, привезли в которые Ингушетию? Здорово. Да, Как я вас занимаюсь зовут? авторскими турами. Меня зовут Мария. Занимаюсь авторскими супер. турами по Кавказу. Все. В Ингушетии это мой первый тур. А в Чечню тоже Да, и в Чечня, Осетию? Дагестан, Супер. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Да. Всё очень люблю. Да. Да, это хорошо. Значит, почти коллега. Любите Кавказ? Потому что я Очень. тоже люблю Кавказ, Куда бы я Чечня. туры не Да, запускала, Ингушетия. Кавказ в моем сердце навсегда. Там. Что скажете про самих ингушей? Вот просто мнение. Как про людей. Только честно. Ну, я, в принципе, придерживаюсь мнения, что на Кавказе какие-то особенные люди. И я, честно говоря, на Кавказе не делю людей на вот даже как-то, знаете, Мгм. ингуш, дагестанец, неважно. Мгм. Здесь люди невероятные, они другие. Да, Несмотря на то, что Кавказ — это Россия, я все Да. равно считаю, что здесь люди абсолютно Да, другие. Я конечно. сама живу в Москве, и там, к сожалению, нет таких людей, поэтому я выбрала такую работу, чтобы быть поближе к этим людям. ну, я думаю, что вы со мной согласитесь по поводу того, что здесь на Кавказе проживают одни из самых гостеприимных людей. Самые гостеприимные. И вот действительно. ингуши, вот я со многими народами, но не в обиду. У них просто один из адатов — это гостеприимство, и оно очень славится здесь. И действительно, вот тут сейчас тоже была туристическая группа, все про гостеприимство говорят, что ингуши готовы 24/7 поддержать, помочь, Ну, вот мы накормить. только знакомимся, да, с этой республикой, она новая в моем списке регионов Кавказа, и поэтому я надеюсь, что дальше только больше и больше я буду узнавать этот прекрасный народ. Да, тут лошадей попросил снять ребенок. Да, ингуши любят здесь сельским хозяйством, животноводством заниматься. А у вас, получается, авторский тур на джипах, да? Да? А как с вами связаться, если будут меня Mary смотреть? Мэри Travel. И в Ютубе, в Инстаграме. А мы Travel сейчас, да, я сейчас возьму у вас ссылочку Да? и ее размещу внизу, да, и вдруг Даша. кому-то Спасибо. понравится, кто-то захочет с вами посетить. А я рекомендую, девушка очень позитивная, да. Спасибо. Вот тоже сопровождающий. Ингуши очень стеснительный народ, скромничают всегда. Хочу сказать, что Да. Мария это не начинающий блогер, она профессионал своего дела. Мы с ней ездим уже в 7-й тур. Да. Это В 7-й. Да. Мы объездили с ней весь Кавказ, мы объездили Мурманск, Байкал. Ну это да, Кавказ Да, весь. так Да. что ты не начинающий, ты супер профессионал. Мы с тобой ездим уже много-много раз и хотим дальше продолжать. Да. Да, супер, тогда не начинающий, да. Нет, вообще не начинающий, Да. мы профессионалы своего дела. А вот как раз вы, да, из Казани? Я из Казани. Я просто тоже хотел бы посетить Казань, я давно, Приезжайте, да, добро пожаловать. давно там не был. Дмитрий, Да, будем очень вас здорово. рады там видеть. У нас есть что посмотреть. Обязательно нужно приехать и съездить на территорию Волжской Булгарии, посмотреть. Мгм. Там есть сохранившийся минарет с тысячелетней историей, в который можно подняться и посмотреть. А где Серафима? Я не Так, Да, и очень Кремль. да, Нужно спасибо за обязательно. приглашение, да. А еще у меня вопрос. Вы здесь пробовали чапельк? Пока нет. Нет Пока еще? еще не успели. мы Это только обязательно, приехали, да. вот только Все, только. прям на обед чапельк. Только-только. Угостите, да. Сказать о том, Это- что я очень люблю Кавказ не только за путешествия, но я очень много работала в республиках, и поэтому мне очень хорошо известны и кухни, и люди. Я обожаю просто гостеприимство людей. И природа, конечно, здесь потрясающая. Поэтому приезжайте все на Кавказ. Здесь классно, безопасно, вкусно, радушно. Здесь самые лучшие люди. Всегда будем рады здесь встретить своих земляков. Супер. Я думаю, что моим подписчикам из Ингушетии и всем моим подписчикам точно ваш совет пригодится. А то думать, что я сочиняю, потому что вот дружу с ингушами, они меня здесь, как, так сказать, охраняют за мою безопасность, отвечают, что вот других здесь будут Нет, нет, одинаково ко на всем. Кавказе очень безопасно. Правда? Мы очень уважаем, Артем, вас очень. Ну, здесь понятно, по какой причине мы не будем переходить на другую тему. Высокий уровень безопасности, поэтому приезжайте. Здесь совершенно спокойно. Да?
безопасность. Да, ингуши никогда в обиду не дадут ни одного человека. А они даже по датам врага своего, да, если забежит во двор случайно, накормят, спать уложат, но потом скажут утром: попадешься мне за воротами, пеняй на себя. Это ингуши, да. У нас и в боевых башнях, и в жилых башнях, полубоевых башнях везде был очаг. И если кровник заходил и дотрагивался до цепи этого котла, который был подвешен, то и он прощался. Его не трогали. Вот так. Вообще лучше дружить. Да. Потому что наша жизнь создана для того, чтобы люди любили друг друга, дружили и жили в дружбе и в согласии. А мы с вами живем в многонациональном, многоконфессиональном государстве, где очень много народов, больше 190, у которых религия своя, культура, традиции, обычаи. Ты должна И да, ну, к сожалению, в семье не без урода, так Ну, бывает. Мы живем в Республике Татарстан, у нас Да. конфессиональная республика, поэтому у нас в этом плане все в порядке. Не, татары, у меня очень много знакомых, друзей, это очень хорошие люди, всегда придут на помощь, поддержат, да, Очень рада. чак-чак, Приезжайте. да. Всё, спасибо большое вам, приятного путешествия. Спасибо. Да, и вы в надежных руках, точно уже ничего не произойдет. Все, берегите себя. Вот видите, туристам из разных уголков нашей необъятной страны очень нравится Республика Ингушетия. Восторженные отзывы. Ну, а я наконец-таки спускаюсь вниз. Спускаться чуть сложнее. Да, кого-то на джипах привезли. Я ссылочками поделюсь с вами. С Марией авторские туры и джип-туры. Здесь в Ингушетии, может быть, кому-то будет интересно. Вот как мы будем сейчас спускаться, видите? Подниматься было бы, кстати, так сложнее, но спускаться вот так легче. Оп-оп, гуськом, почти так. Тац. Главное не бежать. И вот так бочком, понимаете? Тогда можно не подскользнуться. Вон ребенок со мной, которому все нравится. Так, не падай. Я за тебя тут отвечаю, а то мне голову оторвут. Так, смотри, теперь по тропинке. Да. А мы с тобой сейчас заглянем, что там внутри еще. Заодно, что там у нас. Там сетки Сетки и камни. и камни. Там камни тоже. И все. Засыпало все, крыша обвалилась. Но мы сейчас вот с тобой вот так пройдем. Но мы сделаем по красоте. Вот они, телочки. Ингушские милки здесь дают хорошее молоко. Ингуши делают творог. Да, здорово. Молоко, сметану. Тут у них водопой. Видите, Индию почему-то вспомнил. В Индии корова считается священным животным. Видите, они друг за другом ухаживают. Как дела? Хамди. Скажи хамдат. Вот. Так, все, мы побежали вниз. Да, увидимся уже внизу, на другой локации. Посмотрите, сколько здесь еще помимо коров есть коней, лошадей. Пасутся, кушают травку. Так, тут у нас мальчик оторвался от тургруппы. Как тебя зовут? Ваня. Фамилия Лихобанов, отечество Лихобанов. Михайлович. Боится высоты просто. Почему-то его оставили бедного одного здесь. А где мама, папа? Со мной папа не ехал, мама Угу. там наверху, а я остался там сидеть на камне, сначала все было хорошо, Так. потом я боюсь, вспомнил, вот поглядел, оглянулся, потому что некуда мне было смотреть. Так. И вот я боюсь высоты. Ну пошли вниз, найдем твой автобус. Да, вот такие случаи бывают. А к родителям хочется обратиться. Если вы приезжаете в горы, это все-таки, друзья, небезопасно. Детей одних не нужно оставлять вот так на камушке, типа посиди. Тогда зачем вы его изначально берете с собой? Оставляйте его в автобусе, пусть сидит там. Во. А ты откуда приехал? Я из Белгорода. Белгорода. Угу. В общем, в любом случае за детьми надо смотреть, особенно за маленькими, чтобы не было вот таких случаев. Вот. Так. Оп. Давай ему руку. Ну, здесь все равно никто никого не бросит. Все-таки это не дикое место.
заглянул еще к одному башенному комплексу. Здесь я уже был. Он называется Бишт. Это башенный комплекс фамилии Гуцериевых. Я думаю, что каждый из вас знает, кто такой Микаил Сафарбекович Гуцериев. Он является одним из успешных людей в нашей стране, меценатом, бизнесменом, предпринимателем, писателем, автором многих песен для звезд нашей эстрады. И вот за его счет был отреставрирован этот башенный комплекс. Действительно напоминает самый настоящий замок. Очень красивое живописное место. Согласны? Тогда поддержите меня лайком и подписывайтесь на мой канал. У меня интересно. По горной живописной дороге здесь в горах я хочу отправиться к башенному комплексу Эгикал, откуда, в принципе, началось мое знакомство с Ингушетией ровно 5 лет тому назад. Я увидел на обочине дороги уникальное место, вот к которому решил теперь пройтись. Посмотрите качество дорог. Видите? Здесь машину свою не разобьете. Четко все. Асфальт положен ровно. Смотрите. Вот так вот мы проезжали здесь и увидели пещеру. Стало интересно, что там. А здесь просто такая эко-беседка. Сейчас же все модно эко. Куда можно приехать с друзьями и вот по таким гротам из камней сделать шашлычок. Вон там мангал. Да, и в таком вот месте посидеть с друзьями, близкими, родными. Здесь еще есть родник, к которому я сейчас пройду. Вот, да. Родник. Да, люди здесь, жители, пьют родниковую воду, купаются, душ принимают, да. Получается, что там? И все, да, вот трубы здесь проходят. Вот она, покажи. Чистейшая вода. Просто. Ой, мне хочется самому немножко, знаете, искупаться. Что-то мне жарко стало. Оп. Да, неплохо так устроились. Вот. Классно. И вот смотрите, отсюда тоже открывается вид на природу. Много разных кустарных. Вон сосенки растут, ели, облепиха. Облепиха к осени поспеет. Вот там вот горы. И вот здесь у обочины есть вот такая красивая беседка, где опять же можно провести свое время, качели, да, можно покачаться с красивым видом. Но это не самое главное. Мы здесь заметили двух красивых, маленьких, но они уже не маленькие, ну, сами по себе не маленькие, но взрослые зайчиков. Это семья, самая настоящая. Вот смотрите, я сейчас буду немножечко Николаем Дроздовым в мире животных. Вот смотрите. Это ингушский заяц, а вон та ингушская зайчиха. И у них ингушская заячья семья.
Погода в горах всегда переменчива. Вот утром был туман и холодно. Я даже с собой пуховик взял. Сейчас уже обед, тумана нет, облака поднялись намного выше. Видите? И я просто хочу показать вам красивое место одно. Сейчас увидите, оно вам откроется. Посмотрите. Круто. Та солнечная сторона, просто солнце падает, и такие воздушные, пышные облака, белые, синие. Здесь картины можно рисовать. А еще здесь можно не только на джипах прокатиться, но и на мотоциклах. Видите, целая группа. Тоже так интересно. А за мной едет мой джип. Вот, подъезжает. Едем дальше. Кагикал, по-моему, да, мы едем. Я уже запутался. Да, друзья, как я уже сказал, погода в горах переменчивая. GS-метео можно не смотреть. Было вот пасмурно, сейчас очень солнечно, надел очки. И я приехал на последнюю локацию в этом выпуске к древней столице ингушского народа Эгикал. Это башенный комплекс. Это раньше это было, можно так сказать, не просто селение, не просто башенный комплекс, а целый город. Такое городское укрепление, где решались все самые главные вопросы ингушского общества. И сюда я впервые приехал 30 апреля 2019 года, можно сказать, ровно 5 лет тому назад. И именно это место мне безумно понравилось. И я принял решение, да, что у меня вот с июня месяца будет отдельная ветка, рубрика про Республику Ингушетия, которая до сих пор, как вы заметили, жива. Ну, действительно, посмотрите, какое уникальное, красивое место. Горы, облака, луга, коровки тут бывают пасутся, кони. И вот такие многовековые ингушские средневековые башни. А это древняя чья-то могила. Это правда. Немного вам покажу, как здесь ведутся реставрационные работы. Видите, сюда приехали люди, строители, реставраторы, которые потихонечку восстанавливают жилые башни, полубоевые, боевые башни. Ну и, конечно, для туристов здесь откроют какое-нибудь кафе, ресторан. Место-то шикарное. Вот, к примеру, уже можно подняться и посмотреть. Не, все хорошо. Как все устроено. Ну, давайте, я думаю, кто-то из вас уже по-любому сказал: а что ты не поднимешься? Я вас услышал, я поднимаюсь на самый верх. Вот. Так. Вот. Вот так выглядела когда-то жилая башня. И вот здесь ингуши жили. Еще можно выше подняться, но там что закрыто. Конечно, вам стало, думаю, интересно, из какого камня восстанавливают ингушские башни, да, средневековые. А вот он, этот камень, вот материал, пожалуйста, его очень много. Можно руками потрогать. А эти камни, некоторые из них собирали рядом с разрушившимися башнями. Такое бывает. Время никого не щадит. Так вот их собирают, ну а потом делают кладку. Вот здесь цикады, сверчки. Слышите? Звуки природы. Разговаривают
это уже войдет в историю. Это тоже жилая башня, и это жилая башня. А высокие, чуть позже вам их покажу, ну, в принципе, вы в начале видео в РЗ видели. Высокие – это боевые башни. Сейчас вам на примере расскажу, почему решили отреставрировать здесь, в Ингушетии, башенные комплексы. Вот смотрите, видите, идет трещина. Невооруженным глазом видно, вот она пошла. Потому что здесь тоже бывает и снег, и дождь. Потом, соответственно, после дождя в горах может опуститься температура. Там образуется в этих трещинах лед. Ну и, соответственно, вот так все трескается, все расширяется, это физика, и обваливается. Поэтому приняли решение срочно отреставрировать, чтобы сохранить историю. Вы знаете, я все еще до сих пор не могу поверить, это я в реальной жизни в Ингушетии или это все-таки сон? Вот ущипнуть меня некому. Давайте проверим. Хамди! Хамдат! Да, точно в Ингушетии, бесспорно. Видите, впереди самая высокая башня, это боевая башня, и вот на ней есть ингушский петроглиф, похож на человека. Такие петроглифы есть только на ингушских башнях. Ну и видите, вот где такие отверстия в башнях, это камни выпали. Вот они, те самые камни, которые вот собирают вот так вот в большие кучи каменные, а потом реставрируют. Видите, сколько их здесь? Это камень не просто камень. Ему много-много-много лет, веков. Некоторым камням здесь, знаете, по 500 лет. Смотри, я собираю камни. Они так тяжелы и драгоценны, потому что, как я уже сказал, в каждом таком камне история народа Республики Ингушетия. Ну и вот на такой замечательной ноте, в таком душевном, красивом, невероятном месте я хотел бы завершить этот выпуск. Но это еще не все. Ты обязательно подпишись на мой канал, поддержи его лайком, нажми на колокольчик и делись своим мнением от увиденного. Здесь у меня внизу в комментариях, либо что вы хотите увидеть. Я комментарии все читаю. Будет еще продолжение. Я не последний день в Ингушетии. Ну, а мне вот 5 лет как нравилось сюда приезжать, так я сюда и буду приезжать, пока есть здоровье, силы, желание. Да, и я вижу отношение ингушей ко мне. За это я им очень-очень сильно благодарен. Сахалт, так сказать, всем. Дай бог здоровья и берегите себя в эти нелегкие времена. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся уже в следующем выпуске.